Хотелось бы еще раз рассказать о наших целях, задачах, о проводимой нами политике. Вот у нас сегодня было мероприятие. Присутствовали тюркские народы. На это задают многие вопросы. Зачем вам тюркские народы, вам своих не хватает? Мы хотим, чтобы тюркские народы были вокруг нас, а не мы вокруг их. Вот поэтому мы приглашаем председателей тюркских народов, вот они сегодня с нами присутствовали, они выступили, рассказали о своей молодежи. Мы считаем эту политику правильной. Вы знаете, Москва – большой город. Здесь проживает много религий, поэтому нам, председателям общественных организаций, надо вырабатывать себя, чтобы мы были толерантны. Мы живем в одном большом, огромном городе. У нас должна быть такое понимание, поддержка других наций. Вот что касается тюркских народов, вот что мы сегодня говорили. У нас у всех одна проблема. Мы все теряем свои языки, свои древние обычаи. И поэтому сохранение родных языков, своих обычаев, своих культуры сохранения в этом городе, у всех у нас проблема одна. Мы не хотим говорить за другие нации, мы говорим о своей нации. И мы собираем вокруг себя и к себе, прежде всего, конечно, татарскую нацию. Вот мы собираем на встречи. Нас объединяет то, ведь мы все татары. Мы из Мордовии, из Пензы, из Ульяновска, нижегородские, но мы все татары. У нас одна история, у нас есть одни люди, которыми мы гордимся, у нас одно будущее, у нас одни проблемы – это сохранение татарского языка. Поэтому огромная проблема – это ассимиляция. Мы хотим выработать у молодежи такое чувство сопричастности к татарской нации, чтобы каждый из них чувствовал частицу семьи нашей большой татарской. Мы одна большая татарская семья. Мы должны проявлять внимание, заботу друг к другу, неравнодушие. Мы должны всегда помнить о наших аксакалах. Мы должны всегда думать и разговаривать и общаться с нашей молодежью и задавать им вектор политики. Вопрос, какой политики, в чем эта политика? Прежде всего, это сохранение нации, сохранение татарского языка, сохранение культуры и добиться в этом городе, добиться признания, добиться уважения к себе, добиться в каждой своей профессии высокого профессионализма, потому что по каждому татарину в этом большом городе потом делают выводы. У нас сейчас начинается целая череда визитов в школы. Это Новый год. И здесь с чем мы идем на сегодняшний день в школы? Первое, на чем мы хотим заострить внимание в духе требований сегодняшнего дня. Как мы считаем, мы сделаем акцент на иман, рух, сознание. Мы хотим вывести этих школьников на разговор. Разговор о мечте, о чем они мечтают, разговор, о чем они думают, разговор, о чем они говорят своими родителями, друзьями, помнят ли они своих бабушек, дедушек. И прежде всего, вот эта ихняя целеустремленность, стойкость к внешним факторам, стойкость к этой лживой западной пропаганде. Вот мы хотим на этом сделать акцент внимания на их внутреннем психологическом состоянии, их сознанием. Дальше мы хотим с ними поговорить о их учебе, о их будущей профессии, чтобы они со школьных скамьи уже мечтали о какой-то профессии, ее освоить до конца, чтобы они свой талант, свое умение, чтобы они изначально со школьной скамьи мечтали применить у себя на родине. И, конечно, если это татарская среда, чтобы они помогали в будущем татарской нации. В прошлом году, в 23-м году, мы посетили чисто русские школы, где практически татарских детей не было. И то же самое мы с русскими детьми разговариваем о духовности, о православных постах. Мы сторонники, чтобы православная молодежь была духовная, ходила в церковь.
чтобы они соблюдали посты, чтобы дома они также разговаривали о христианстве. Потому что так получилось, так исторически сложилось. И мусульмане, и христиане. Вот этот промежуток советского времени получилось в религии такой сбой. И вот результатом всего этого оказался вот этот вот вакуум. Вакуум в умах нашей молодежи, которые сейчас усиленно хотят наполнить западная эта пропаганда. Пагубная пропаганда, сатанистская, я бы сказал. Это было упущение, вот это, значит, советское время, потом 90-е. Единственный сейчас выход из этой ситуации мы видим, это, значит, вот эта духовность, религия и у православных, и у мусульман. И чтобы голова у человека была занята чем? Какими мыслями? Мыслями была бы занята гордостью, что они живут в такой великой стране, с великой историей, что голова была занята мечтой о профессии, мечтой о благосостоянии нашей Родине, любви к Родине, гордостью за Родину. Вот эти вот вроде бы громкие слова, которые уже, может быть, надоели, может быть, постоянно говорим, но их нужно по-разному, но говорить одно. Нужно, чтобы были вы услышаны и доводить это до каждого ребенка. В каждом школе есть, конечно, классные руководители, есть зауч по внеклассной работе, но когда человек приезжает со стороны, вот, например, поэтому мы сейчас вот объясняем, чтобы наши активисты, вот 150 активистов, они едут на каникулы, они чтобы пошли в родные школы, которые они закончили. Это в Башкирии, это вот в Мордовии, в Пензе, Нижегородские, Ульяновские, и чтобы они пришли в свою школу и поговорили с детьми. Потому что это очень нужно. Это очень нужно, необходимо вот это вот, значит, идеологическое воспитание наших школьников. Вот Всемирный конгресс татар, ВКТ. Сейчас последние годы большой акцент сделан на истинно татарские профессии. Это во-первых. А во-вторых, на семейные династии. Вот это мы должны прививать, развивать и поддерживать. Например, коневодство, чтобы оно из поколения в поколение передавалось. Что это был один из рычагов поддержки сельского хозяйства и оставлять молодежь в селах. Пчеловодство, какие-то сельские профессии, трудные профессии, которые присущи татарской нации. Вот, например, как шахтеры. У нас есть шахтерские династии, которые уже в третьем поколении шахтеры. Они рассказывают о своих дедах, великих шахтерах, которые трудились в царские времена в какие-то. Вот поэтому это все надо развивать, это все надо усиливать. Это очень правильное направление, которое создает такую фундаментальность, такой консолидирует именно татарское общество. Вот сегодня мы затронули вопрос, вот кто мы все здесь собрались, какая у нас цель визита, цель сбора и задачи, которые ставят участники нашего собрания и организаторы, чтобы почувствовали чувство плеча в этом большом городе, частица большой семьи, чтобы позитивно были мы настроены, помощи друг другу, советы, сопричастность. Вот поэтому мы хотели сегодня на эту тему, брали интервью, значит, каждый рассказывал, откуда он, как знакомились. Вот, нижегородские ребята и девчонки нашли очень много родственников своих, живут в этом городе. Поэтому вот сущность, сопричастность большой татарской семьи, вот это вот мы хотели сегодня поднять вопрос. Потом мы сегодня перечислили ряд людей, это ряд врачей, которыми гордится татарская нация. Это строители, это политические деятели. Поэтому у нас богатейшая история татарская. Нам есть кем гордиться. У нас уникальная нация. У нас есть чем гордиться, кем гордиться. Есть о чем мечтать. Мне кажется, все-таки татарская нация впереди ждет перемены к лучшему в плане изучения татарского языка и культуры. И у нас есть на сегодняшний день молодежь, в которую мы верим, которая верит в нас, которая идет за нами, и мы ее не подведем.